Мы собрались сегодня здесь, чтобы дать старт проектной смене «Воздушно-инженерная школа Юниор». Цель проектной смены – привлечь талантливую молодежь республики в сферу космических исследований, технологического творчества и инженерных разработок, а также подготовить команды к региональному и всероссийскому чемпионатам воздушно-инженерной школы. В течение всей недели командам предстоит освоить современные технологии, такие как 3D-моделирование, работа со специализированным программным обеспечением, погружаться в теорию, изучать физику полета, различные системы спасения и основы схемотехники, применять знания на практике, работать с 3D-компонентами и программировать микроконтроллеры для создания своих собственных аппаратов. 14 ноября 2025 года мы станем свидетелями яркого события – запуска ракет, который мы посвящаем светлой памяти выдающегося человека, первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева в день его рождения. Это будет лучшая дань уважения его вкладу в развитие нашей республики и ее молодого поколения. Слово для приветствия имеет ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Павлов Василий Климович. Дорогие участники, всех вас приветствую, поздравляю с началом замечательного мероприятия. Это у нас первый раз. Я думаю, что это будет иметь продолжение. Всегда интересно заниматься такими очень продвинутыми, интересными инженерными темами, особенно в вашем возрасте, потому что всегда есть какое-то время, 4-5 лет еще что-то сделать, пока вы закончите школу. Спасибо огромное Юрию Николаевичу за такую работу, что смогли привести сюда Вишерса. Это замечательно. Я вас еще раз поздравляю с началом вашей школы, и думаю, что это будет очень хорошим началом всего, новой, как говорится, страницы в развитии различных космических проектов, которые здесь мы делаем в нашей академии. Спасибо. До свидания. Воздушно-инженерная школа «Юниор» проводится при поддержке организации партнеров. Ассоциация «Воздушно-инженерная школа. Город Москва». Государственное, автономное, нетиповое образовательное учреждение региональный центр Республики Саха-Якутия, Малая академия наук Республики Саха-Якутия. Общество ограниченной ответственностью «Якутские космические системы». Детский технопарк «Кванториум» муниципального автономного нетипового образовательного учреждения «Дворец детского творчества» имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой городского округа, город Якутск. Позвольте представить приглашенных педагогов. Евдокимова Анна Алексеевна, административный директор Ассоциации воздушно-инженерной школы, сотрудник научно-исследовательского института ядерной физики имени Дмитрия Владимировича Сковицына, Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Левен Денис Гейсевич, специалист Ассоциации воздушно-инженерной школы, студент Московского государственного технического университета имени Николая Эрнестовича Баумана. Сидоров Артем Сергеевич, студент Московского государственного технического университета имени Николая Эрнестовича Баумана. Слово предоставляется Анне Алексеевне Евдокимовой. Всем еще раз здравствуйте. Перед началом выступления такого официального, большого, во время которого я расскажу о том, что такое воздушно-инженерная школа и о том, какой интенсив нам предстоит. Хотелось бы от лица всей воздушно-инженерной школы поблагодарить Малую академию наук, детский технопарк «Кванториум» Юрия Николаевича за то, что пригласили нас. Василий Кириллович, огромное вам спасибо за Малую академию наук, она просто невероятная.
оборудование, которое здесь имеется, это просто сказка для наших участников. И мы уверены, что это большая возможность для жителей Республики Саха, для детей Республики Саха получать доступ к лучшим инновационным технологиям, учиться, образовываться и становиться классными, востребованными инженерами. Огромное спасибо за приглашение. Также хотелось бы поблагодарить Фонд президентских грантов, при поддержке которого проводится наша региональная программа в этом учебном году, и благодаря которой мы смогли приехать сюда, на Дальний Восток, и познакомиться со всеми вами. Большое спасибо организаторам, которые в течение всего подготовительного процесса были с нами на постоянной связи и помогали. Спасибо большое нашим участникам из Республики Саха и ныне студентам Северо-Восточного федерального университета и работникам Малой академии наук Артему и Тимуру за большую помощь с подготовкой. Без вашего участия было бы гораздо тяжелее, но вы смогли обеспечить наш приезд максимально комфортным, классным и подготовленным. Большое вам спасибо, мы очень рады сюда наконец приехать. Мы разговаривали об этой поездке в целом 15 лет, столько существует наш чемпионат. До этого приезжал мой руководитель Владимир Вячеславович Радченко, но мы не смогли до этого момента приехать с большой образовательной программой интенсивного обучения. И очень рады, что вот это мы в юбилейный наш сезон наконец-таки первым делом, как говорится, решили выполнить. Если можно, включите, пожалуйста, презентацию. Мы с вами уже познакомились, да, дорогие ребята? Мы знаем, кто вы, мы знаем, из какой вы школы, из какого вы класса, как вас зовут, даже какая у вас роль будет, да, на всю следующую неделю. Теперь настало время немножко познакомиться с нами. Что такое воздушная инженерная школа, что это за школа такая, где вообще проходят занятия, какие там парты. Сразу скажу, у нас нет парт, у нас немножко другой формат. Итак, воздушная инженерная школа – это ассоциация, большая экосистема, которая появилась 15 лет назад. Ира взаимодействует сейчас при поддержке ведущих компаний, госкорпораций, институтов. И настало время немножко рассказать о нашем истоке. Можно следующий слайд, пожалуйста? Там вот рядом с шестеренкой есть стрелочка, возможно, она запустит на полный экран, сверху справа. Или так тоже удобно. Воздушная инженерная школа – это вообще не школа в привычном ее понимании. Это международное инженерно-космическое движение, которое реализуется в формате научной школы. Есть такой термин, да, который представляет собой, по сути, такое движение, конгломерацию, союз из разных организаций, из разных деятелей науки, бизнеса, предприятий, образования, которые работают в четкой взаимосвязи и работают на благо какой-то определенной цели. В нашем случае это на благо развития инженерно-космического образования у нас в стране и в странах ближнего зарубежья. Мы появились в 2011 году, это очень-очень давно, как такая группа энтузиастов, которая была в МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, которые смогли получить доступ к международному конкурсу «Консат». Это Кен банка концерна, Satellite, это вообще спутник концерны банки. Есть такой большой международный конкурс, который существует уже порядка 40 лет, почти 40 лет скоро будет. Мы в 2011 году решили, что делать то же самое, что за рубежом, немножко скучно. Мы создали свою техническую базу, мы разработали свое техническое задание, адаптировали формат именно под российские реалии и начали проводить наши мероприятия. О них я подробнее расскажу чуть позже, да, о том, как это все менялось. Самое важное, что за 15 лет нашего существования мы переквалифицировались из небольшой группы энтузиастов, да, которая была в МГУ, в большую экосистему, как я уже говорила, в большое сообщество, в котором есть место и учащимся школ, конториумов, лицеев, колледжей, вузов,
есть место их педагогам и наставникам, которые сами испытывают, да, все инженерные особенности, сами проводят проектную деятельность на уровне и вместе со своими учениками. Нашлось место представителям компаний. Можно следующий слайд как раз, пожалуйста. Нашлось место именно представителям вузов, да, не как педагогам, а как вот администрации, скажем так. Нашлось место частным компаниям, инженерным, высокотехнологичным, которые заботятся о том, чтобы вот у нас технический суверенитет страны поднимался. И, соответственно, все эти компании, все эти корпорации, организации, школьные центры творчества, все они объединены одной общей идеей. Они заинтересованы в том, чтобы инженерно-космическое образование, чтобы инженерная вообще вот эта деятельность была самой лидирующей, насколько это возможно во всем мире, потому что ракеты строить мало, да, нужно уметь их запускать, нужно уметь их обслуживать, нужно уметь запускать космические аппараты, которые будут бороздить просторы Вселенной, как там околоземную орбиту, так и, может быть, какие-то солнечные системные орбиты, так и далее. И внутри всего этого большого процесса, внутри процесса создания всех этих больших ракет-изделий находитесь вы, ребята. Именно вы, ваши предшественники, да, старшие товарищи, именно люди создают все эти изделия, именно люди стремятся за какой-то там новый космический горизонт попасть, именно люди хотят исследовать, и мы заинтересованы в том, чтобы дать вам, ребята, возможность как можно лучше обучиться, как можно больше получить опыта, причем опыта, который не на бумажке, а действительно, который вы прошли, испытали, попробовали, чтобы у вас было место для ошибок, потому что на ошибках мы тоже все учимся, я думаю, вы это понимаете. И мы создаем такую безопасную испытательную среду, в которой вы можете тренироваться, ошибаться и изучать что-то новое, не боясь обрушить какую-нибудь ангару, да, при старте, чтобы никаких аварий не возникало, чтобы у нас в целом ракетно-космическая отрасль, и не только ракетно-космическая отрасль, вообще все высокотехнологичные отрасли, IT, другие наукоемкие отрасли, они все росли. Да, спасибо. В нашей ассоциации, которая появилась несколько лет назад, да, как вот эта вот объединяющая такая структура, есть порядка 5 основных программ, в каждой из которой практически все могут принять участие. Даже в школе наставников, но вам надо будет, ребятки, подрасти. Про международные чемпионаты, про региональные чемпионаты, про образовательные интенсивы я расскажу сейчас чуть подробнее. Для них есть отдельный блок. А про школу наставников и курсы молодого инженера хочу сказать, что во время нашего чемпионата у нас такая традиция сложилась. На месте проведения финала Всероссийского чемпионата проводится параллельная программа, на которую может попасть, кстати, любой коллектив, из тех, кто присутствует сегодня. Нужно только себя очень хорошо проявить. Школа наставников – это недельный курс повышения квалификации с удостоверением государственного образца, на котором наши педагоги вместе с ребятами, как и мы здесь, да, вот в Малой академии на этой неделе, тоже проходят все этапы разработки своего изделия, вообще проекта в целом, и учатся заниматься именно ведением инженерной проектной деятельности. А курсы молодого инженера – это как раз-таки ребята, команда, которая едет вместе с этим педагогом к нам во Владимир, и вы в течение недели, как настоящая вот команда, да, в интенсивном режиме тоже всему обучаетесь. Программа несколько даже похожа на то, что мы будем проходить с вами в течение этой недели, да, но там она такая уже на уровень выше. То есть здесь мы с вами учимся, там еще сильнее учимся, и потом уже выходим на всякие разные соревнования. Итак, можно следующий слайд, пожалуйста? Да, спасибо. У нас в проекте особенное значение имеет многоступенчатое участие, потому что у нас за время, вот за 15-летний опыт вообще появилось очень много разных программ и направлений, буквально там 10 лиг
насчитывается в этом сезоне. И поэтому довольно сложно бывает, да, сразу лететь на какие-то большие высоты, использовать какой-то мощный двигатель. Особенно если у ребят нет какого-то базового навыка, нет опыта, поэтому для того, чтобы ребята становились не просто, да, там, интересующимися школьниками, а действительно будущими специалистами, чтобы они могли профориентироваться, не проходя какие-то тестики в интернете или на бумаге, да, а чтобы вы проходили какие-то этапы, какой-то опыт получали, пробовали себя в разных направлениях, в разной инженерной деятельности, и вот на основе реального вашего опыта, личного, не потому что мама сказала, не потому что друг поступил, не потому что баллы там набрал только на какое-то определенное место, а потому что вы действительно хотите стать там испытателем космических систем, двигателистом, разработчиком бортовых систем, да, вот, программированием именно космических аппаратов. Чтобы этим заниматься мотивированно, да, на высоком уровне, когда вы станете уже специалистом, профессионалом, вам надо это все попробовать, потому что, не имея опыта, очень сложно вообще понимать, да, нравится вам это или не нравится. Чтобы не разочаровываться, нужно пробовать и точно знать, к чему вы стремитесь. Поэтому мы разработали именно вот такую систему участия, на котором мы сперва с ребятами на образовательном интенсиве знакомимся, обучаемся в течение недели, да, и даже в течение одной этой недели мы уже создаем какое-то изделие, уже получаем какой-то практический опыт. После наших образовательных интенсивов очень важно, и мы во время этой нашей текущей поездки тоже придерживаемся подобной тактики, после нашего отъезда работа не заканчивается. Она просто переходит на формат самостоятельной подготовки, то есть какая-то вот у вас на местах, в школах, в кванториумах, других каких-то общих пространствах, где вы можете взаимодействовать друг с другом, вы должны продолжать вашу проектную деятельность. Для этого во время нашего интенсива мы вам выдадим дополнительную задачу, которую вам надо будет реализовать уже до весны 2026 года. Это я сейчас тоже отдельно расскажу. Это у нас, да, региональный чемпионат будет называться. После того, как вы пройдете этот региональный чемпионат, можно либо поехать на курсы молодого инженера, либо в следующем году учебном сразу пытаться пройти во всероссийский чемпионат. Потому что поучаствовать там можно много где. Только в региональном чемпионате у нас есть 4 направления, в которых можно поучаствовать. Это обычно определяется, мы не будем на этом образовательном интенсиве определять это направление, скорее всего, да, но тем не менее в следующем году даже на республиканском уровне мы можем провести с вами большое чемпионатное событие. Оно может быть проведено в направлении юниоры. Направление юниоры — это то, чем мы будем с вами в этой программе заниматься. Можно в направлениях аппарата, это спутникостроение на основе конструктора. Можно в направлении БАС, это беспилотные авиационные системы, да, то есть соревноваться в создании коптеров или самолетов. А также направление носители, это у нас ракеты. И это вот только региональные мероприятие, да, в результате которого лучшие команды будут отобраны для всероссийских мероприятий. А теперь смотрите, вы не пролистнули, можно немножко? Слайд перепутался. Можно немножко ниже, 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 еще ниже. Вот, смотрите. Большой всероссийский международный чемпионат — это уже не 4 маленьких направления, это, во-первых, большое объединяющее направление юниоры, да, для 6-8 классов, так еще и в каждом направлении появляются лиги. Лиги — это уровень сложности технического задания, которое вы должны выполнить. Соответственно, в нашем чемпионате ребята участвуют не один год. И это тоже очень важно, и это самое интересное, потому что за один учебный год очень тяжело создать хорошее изделие, которое выполняет все свои миссии, летает безошибочно, без накладок каких-либо, и, соответственно, в любом случае, да, там 95%, что какие-то недоработки в первом году вашего участия, они по-любому будут. Иногда бывает даже, что ребята за первый год участия не доходят до финала всероссийского чемпионата. Это нормально, потому что мы занимаемся сложной инженерной деятельностью, и поэтому это все требует очень ответственного, серьезного участия и внедрения. У нас можно
несколько лет участвовать в одной лиге, соответственно, немножко менять, да, там, миссии, которые вы выполняете, отрабатывать системы до идеала. Так можно и расти внутри каждого направления. Можно менять высоту в носителях, а это потребует конструктивных изменений, потому что более мощный двигатель будет использоваться. Можно в аппаратах несколько лет участвовать, соответственно, в регулярной лиге будет конструктор, мы сейчас вернемся к нему. В высшей лиге, да, уже и высота другая, и конструктора никакого нет, вы должны сами создать спутник. Так и стратосферная лига. Это в рамках нашей воздушной инженерной школы это самая сложная лига, потому что в ней создается прототип настоящего космического аппарата. Он как бы условный CubeSat, про который, я думаю, многие из вас слышали, да? Он поднимается всего лишь в стратосферу, но это полностью самостоятельно разработанное изделие от и до, которое имеет даже свою приемную станцию наземную, и поэтому это очень сложная задача, которая у нас под силам в основном только студентам. Как и направление Супергирд, да, на котором ракета должна взлетать аж на 2 километра, но при этом еще и полезную нагрузку 1,5 килограмма поднимать, а это тяжело. Вот, поэтому возможностей участия очень много. Сейчас у нас расширилось еще направление беспилотных авиационных систем. Если раньше у нас было одно задание, то теперь у нас их тоже 3. И что самое приятное, почему еще можно и интересно участвовать много лет, вы можете взять и поменять направление. Просто потому что вы уже сделали ракету, вы уже сделали спутник, вы хотите начать конструировать беспилотники. Это может показаться сложным, но, ребята, мы с вами даже в рамках этой программы будем изучать, что в базе всех этих изделий, да, лежат одинаковые какие-то решения, электронные системы одинаковые могут быть среды программирования, они бывают разные, но в целом в базе все одинаково и подчиняется одним законам физики. Поэтому даже лучше, если вы за время участия в воздушной инженерной школе поменяете конструктив, да, поменяете конструкцию, попробуйте что-то новое, потому что в таком случае вы точно можете заслужить звание системного инженера, человека, который понимает на профессиональном уровне не только свою основную сферу, но еще и смежные сферы, остальные сферы. Это будет делать вас очень востребованным специалистом, поверьте. У нас это прям доказано статистически. А пока, пожалуйста, вернемся на повыше. Вот, да. Юниорская лига, да, немножко картинок хотелось бы вам показать, чтобы вы понимали, как это не просто нарисовано, а как это выглядит. Юниорская лига наша основная профориентационная, и вот с этим конструктором вы познакомитесь прям очень-очень серьезно. Потому что именно на этом конструкторе мы будем с вами работать. Ну, за небольшим исключением, о котором преподаватели расскажут вам уже конкретно на занятиях, мы чуть попозже. Дальше, пожалуйста. Направление баз, да, соответственно, тоже понятно. Это либо коптеры, либо самолеты, у которых есть одна особенность. Мы в нашем чемпионате приветствуем не готовые какие-то решения, не готовые конструкции, а самостоятельные конструкции. То есть это может быть сделано на базе чего-то готового, да, потому что, например, не все умеют травить платы. Это нормально, что платы купные, да, там, микросхемы китайские. Это нормально, но общая конструкция, да, общий вид изделия, он должен быть все-таки продуман вами. Поэтому можно брать какие-то готовые решения из каких-то имеющихся конструкторов, но главное создать что-то свое. Самолет, соответственно, тоже, да, это крылатый беспилотник, тоже может быть разный. И, соответственно, это задача участников – определить, для какого задания какая конструкция будет лучше. Да, можно дальше, пожалуйста. Вот тут уже интереснее. Направление аппарата. Это вообще полезная нагрузка, микроспутники, пикоспутники, которые ребята делают. Соответственно, вот можете посмотреть регулярная лига, да, это как раз-таки тот самый Консат, про который я сказала в начале выступления. Это спутник в консервной банке. Он имеет объем 0,5 и действительно по своему диаметру подходит по диаметру банки класса, например. Внутри этой баночки
есть несколько плат, которые обеспечивают работу. Там на самом деле все вот в базе, как в серьезном спутнике. Есть плата датчиков, есть плата микроконтроллера, а есть также плата радиопередачи, радиомодуля, которая обеспечивает связь с Землей. Соответственно, задача ребят на эти платы дополнительно придумать оборудование, придумать общую конструкцию этого спутника, да, чтобы она под техническое задание подходила под нужные диаметры и высоту, проработать систему спасения и, соответственно, испытать на ракете-носителе, которые представляют организаторы. Высшая лига, да, они вот вроде бы даже очень похожи между собой. Это скорее искажение фотографий, потому что высшая лига, она вот, можете посмотреть, диаметр у него побольше. Но что самое интересное, там нет конструктора. То есть можно из регулярной лиги взять какие-то платы, например, да? Можно дополнительные платы выбрать, можно от чего-то наоборот отказаться, какие-то компоненты добавить. И вот этот уже микроспутник летит на высоту 1,5 километра. Вот, если у нас регулярная лига летит на высоту, ну, примерно 800 метров, то здесь уже 1,5 километра, и, соответственно, этот спутничек гораздо тяжелее, гораздо сложнее, и вот он требует какого-то первого этапа работы. А стратосферная лига, как я уже говорила, это самая технически сложная лига в нашем чемпионате, потому что это разработка, ну, буквально космического аппарата, который предназначен для работы в стратосфере. Более того, скажу, очень многие студенческие коллективы используют стратосферную лигу нашего чемпионата воздушной инженерной школы для того, чтобы отработать системы своих спутников, которые они делают в рамках вот, студенческих, да, каких-то вузовских историй, которые потом должны запускаться на орбиту. То есть ребята тестируют системы, потому что в стратосфере они уже чуть ближе к космическим, чуть-чуть ближе, как я говорю, но не такие же, но тем не менее это позволяет отработать систему, позволяет отработать связь дистанционную, и после этого уже, как говорится, со спокойной душой лететь в космос, на орбиту, не переживая, что какой-то датчик в последний момент откажет, отвалится, и что-то пойдет не так. Вы это уже все, как говорится, испытания проведены. Можно дальше. Самое зрелищное направление в нашем чемпионате, естественно, это направление носителя. Ребята, скажите, пожалуйста, может быть, кто-то из вас знает, видите, у нас тут младший ГИРД, старший ГИРД, супер ГИРД. А что такое ГИРД? Артем, тебе нельзя ответить, ты уже знаешь. Историю космонавтики вспоминаете? Ага, не знаете. Смотрите, рассказываю. Группа изучения реактивного движения, иначе говоря, ГИРД. Это специально разработанная, созданная во времена СССР группа инженеров-конструкторов, среди которых был Сергей Павлович Королев. Он не был, конечно, создателем этой группы. Это лежит на плечах другого хорошего конструктора нашей страны, это Тихон Раuma. Но они как раз-таки обеспечивали создание первых прототипов ракет, которые стали потом космическими. Так что у нас такая аллюзия на высокий технический потенциал. У нас тоже группа изучения реактивного движения, потому что именно за счет этого реактивного движения и поднимаются в воздух наши ракеты. Младший ГИРД – это вот такая стартовая лига, небольшой двигатель с импульсом 100 ньютон в секунду, стартовым импульсом, который 350 грамм на 400 метров без проблем поднимает. Да? Соответственно, ребята, это может казаться таким простым, но по факту, поверьте, даже на 400 метров взлететь иногда бывает трудно. Вот. Старший ГИРД – это уже посерьезнее ракета, которая берет двигатель чуть ли там в 1,5 раза мощнее и взлетает на высоту уже примерно 800 метров. Высота зависит, да, от того, какая ракета, какая у нее масса, там, аэродинамические свойства, так что тут это высота, она приблизительная, усредненная, так скажем. Соответственно, вот даже у нас на картинке можно посмотреть, смотрите, видите след от двигателя? На маленьком двигателе это просто в основном дым, да, вспышку не видно, вспышку, процесс горения.
старшем гирде это уже чуть-чуть заметно, вот можно увидеть, да, соответственно, такой кружочек с повышенной температурой. Соответственно, супергирд — это уже мощная ракета, которая поднимается на высоту для космических целей. Можно дальше? Я отвечу на все вопросы. Можно дальше? Сейчас я отвечу на все вопросы, вот одну минутку. Мы закончим с блоком про чемпионат. Да? Как я уже говорила, у нас очень насыщенные лиги, у нас очень насыщенное техническое задание. Все это предусмотрено для того, чтобы вы в течение нескольких лет могли ни в чем себе не отказывать и ставить перед собой любые инженерные вызовы, которые хотите испытать, проверить. Может быть, даже поставить под сомнение работу некоторых физических законов. Но чтобы подставить что-то под сомнение, надо провести эксперимент. Да? Вот как раз-таки экспериментов тут можно проводить от 5 до 10 лет. За время нашего чемпионата мы прошли очень большой путь. Если на первом чемпионате «Концерт России» у нас было всего лишь там порядка 15-12 команд, в том числе команда Юрия Николаевича, за что ему отдельное спасибо, то уже к 14-му чемпионату, не изменяя нашей традиции вместе с господами якутами тоже везде вместе участвовать, у нас уже 265 команд приняло участие. Вы представляете, какой это огромный рост? Для нас это большая гордость, что так много ребят уделяют внимание. И здесь, причем, это число указано без региональных чемпионатов, которые проводятся в Курской, в Самарской области, в Республике Башкортостан, в Луганской Народной Республике. И мы очень надеемся, что скоро появится якутский республиканский чемпионат. Это негоже. Зачем мы все это делаем? Честно говоря, для того, чтобы дать вам больше возможностей, дать вам знания, которые интересно получать, дать вам возможность проводить эксперименты, которые, вот, например, в мое школьное время у нас даже в кабинете физики провести какой-то маленький эксперимент с электрическим током, это было что-то вау невероятное. Ну, не было возможности. Сейчас возможности у вас есть. Для этого нужно только желание и, соответственно, место, формат для применения ваших знаний. Наша статистика, которую мы провели на основе опроса наших участников, да, вот за 15-летний опыт, у нас участники, которые школьники, они выпускаются и потом куда-то поступают. Вот статистика, куда поступают наши участники, и она заставляет нас даже гордиться немножко собой, потому что 97%, это что за цифра такая? Но 97% участников, которые принимали участие в школьные годы, они выбрали свой путь в технических специальностях. Конечно, больше всего, да, там подавляющее 58% это ракетно-космические специальности, причем разного профиля, да, как я говорю, что это не только ракеты строят, но и обслуживающие системы, стартовые установки, двигатели новые создавать. Это все большая отрасль, да. Также очень много у нас идет, конечно, в IT-специальности, потому что сейчас это очень востребовано, но мы делаем инженеров, айтишников. Не тех, которые там сидят где-то в коворкинге и пишут код для какого-нибудь сайта одежды, а такие же востребованные специалисты, которые сидят в коворкинге, но на предприятии, на большом, да, и разрабатывают программы для спутников, для ракет, для каких-либо там дополнительных космических исследований, потому что во всем этом, да, есть электронные мозги, которые надо программировать. Вот Денис вам вообще расскажет, да, особенно подробно, как это все должно происходить. Также очень много ребят идут в радиоэлектронику. Собственно, вот я сама тоже в радиоэлектронные устройства пошла, потому что это очень интересно. И поверьте, пайка — это очень классно. И очень многие ребята именно этот навык, да, работы вот на наших интенсивах оценивают выше всего, потому что, оказывается, держать в руках паяльник — это сейчас не так широко используется, но тем не менее, поверьте, это каждому понравится. Очень много ребят идут, ну не очень уже много относительно в общей статистике, конечно, но 9% идут в другие технические специальности. Что это значит? Это тоже технические специальности, но это скорее какие-то академические науки, например, высшая математика, либо физмат какой-либо. Также туда входит какая-нибудь биоинженерия. У нас
удивительно, но очень много ребят пошли именно в биоинженерию, в математику, в оптику, в лазеры. То есть они так или иначе находятся в техническом секторе, но просто вот их направление, да, профессиональное, немножко не космического профиля. И всего лишь 3% переходят куда-либо в другие направления. Это гуманитарные, экономические, медицинские науки. Что отдельно приятно, примерно 1,5% вот из этих 3% это управленческие специальности. Потому что, оказывается, мало быть конструктором, электронщиком, программистом. Очень нужен управленец, который это все приводит воедино и заставляет это все работать и доходить до какого-то хорошего, ощутимого результата. Поэтому очень многие ребята, участвуя в ВИШ, находят себя как управленцы и, наверное, специалисты из сферы высшего менеджмента и даже государственного управления. У нас удивительно, но статистика вот такая, мы о ней не врем. Поэтому даже если вы почувствуете, что вы не инженер, может быть, вы хороший руководитель, а это тоже востребованная ныне профессия. Давайте, да, сейчас про чемпионатную большую историю мы закончили. И перед тем, как перейти к части про наш интенсив, про то, что мы будем делать с вами в течение целой недели, я бы хотела запустить видеоролик, попросить, пожалуйста. И, ну, давайте посмотрим. Это ролик о том, как прошел 14-й чемпионат воздушной инженерной школы, то есть в этом июле. Это наш полигон во Владимирской области. Руководитель пусков. Ракеты готовятся к старту. Это ракета Вики Супергир, которая весит 30 килограмм. Вот они ее готовят к запуску. Так проходят наши защиты. И вас, кстати, это тоже ждет. Готовьтесь. Алексей Горбунов, космонавт-испытатель. А это наш волонтерский корпус, большое движение, которое на уровне большой организации, серьезной организации помогает проводить чемпионат. Это наша экспертная комиссия, большая и широкая, представляет космические предприятия и вузы. А это самая приятная часть награждения победителей и призеров. Это краткий видеоролик о том, как проходит целая неделя во Владимире. И чтобы вы понимали, это не просто неделя, это результат годовой деятельности участников. Поэтому ставки там очень высоки. Мы завершаем блок про воздушную инженерную школу как чемпионат. И я видела, что кто-то хочет задать вопрос. Пожалуйста, давайте вы сделаете это прямо сейчас. Ракета, которую мы будем делать, это какая? Это ракета из направления «Юниор». Я сейчас расскажу об этом подробно. Как она выглядит, куда она летит и зачем. Какого класса? Класса «Юниор». Летит на 200 метров примерно. Давайте я сейчас подробно об этом расскажу. Есть ли еще какие-то вопросы по чемпионату? Прекрасно, вопросов нет. Значит, двигаемся дальше. Можно следующий слайд, пожалуйста? Как уже было рассказано, и как многие вопросы, чем же вы будете заниматься здесь в течение целой недели? Зачем вы вообще сюда приехали? Вы приехали сюда
научиться работать в команде, получить какие-то базовые навыки по проектированию и моделированию и, соответственно, собрать и испытать свою первую ракету, которая представляет, вот как здесь на кадре, да, видите, они такие невысокие, примерно метр, чуть меньше. Соответственно, внутри этой ракеты есть бортовая электроника, с которой вам надо будет научиться работать, а также система спасения, которая тоже будет сшита вашими руками. Концепция интенсива такова, что мы за неделю углубленного такого изучения на примере реальной задачи показываем вам в миниатюре, да, вот этот целый год большой проектной работы, про которую я только что отдельно рассказывала. Мы даем вам возможность получить те знания, которые, возможно, там, не так легко найти в Гугле, или там хорошие, да, знания, которые четко структурированы, которые имеют начало, конец и результат, естественно. Соответственно, для того, чтобы облегчить вхождение новых коллективов, новых команд в наш сложный чемпионат, а я уверена, что голова вспухла у кого-то точно от показа вот этих больших графиков, да, и распределений, и кучи разных вариантов, куда бы можно себя было применить. Вот для того, чтобы все эти вопросы решить, да, и для того, чтобы облегчить вход, как раз-таки нужен этот недельный погружающий интенсив, в который мы отдельно будем рассказывать и про воздушную инженерную школу, и чем она особенно прикольна, какие у нас были наши истории из нашего конструкторского опыта, и будем с вами этим опытом, естественно, делиться. Можно в целом дальше. Здесь примерно о том же самом сказано, да. Наш интенсив дает вам возможность, во-первых, принять участие в дальнейших мероприятиях воздушной инженерной школы и быть такими конкурентоспособными командами. Соответственно, также можно получить большой незаменимый опыт по работе с микроконтроллерами, с программами проектирования, 3D-моделирования, также научиться паять, да, и работать с радиоэлементами, радиокомпонентами, а также там, работать с радиопередачей, да, например, потому что это тоже бывает очень сложный, серьезный процесс. Также очень важно, вы научитесь работать в команде. Мы недаром вот на нашей первой с вами встрече, да, поделили роли между собой, потому что, как мы говорили, все по-взрослому, и в каждом взрослом коллективе, да, на заводе тоже есть свои роли, ответственность общая и персональная. И мы с вами будем изучать именно этот подход для того, чтобы вам потом, даже если вот вы закончите воздушную инженерную школу, да, вот свяжете вы себя с инженерной деятельностью, не свяжете, это ваш выбор, он должен быть осознанный и мотивированный. Но поверьте, вот этот опыт командной работы, где у каждого есть своя роль, у вас есть общая задача, и вы должны как бы и за себя, и другим помогать, это 100% пригодится вам в дальнейшей деятельности. И вообще все навыки, которые мы вам будем передавать, и вы будете их приобретать, они вам по-любому помогут как в вузе, так и в следующей профессии. Поэтому относитесь, пожалуйста, к получаемым знаниям очень внимательно. Может быть, не все из этого вы сможете прям сходу сразу после окончания мероприятия применить, но поверьте, оно вам еще вернется и обязательно чем-то поможет. Например, на уроках. Потому что можно сколько угодно рассказывать вам о том, как работает электричество, да, и вообще принцип работы электрического тока, но вот когда вы первый раз попробуете это сделать электрическую схему самостоятельно, когда у вас первый раз что-то сгорит из-за того, что вы перепутали полярность, поверьте, вы, во-первых, в идеале поймете тему, которую вам на физике пытаются вталдычить разными способами, так еще и вы вот раз и навсегда поймете, что такое плюс, а что такое минус, и почему их не надо путать. Потому что, поверьте, это очень грустно. Мы надеемся, что никто вот здесь присутствующий на нашем интенсиве этот опыт не испытает, но, возможно, кто-то когда-нибудь увидит, как выходит душа из микроконтроллера. Этого вот Артем и Тимур, они знают, что это такое. Соответственно, Артем и Денис тоже знают, что это такое. Это такой определенный процесс, когда у вас сгорает датчик и начинает дымить. Мы называем это «душа покинула компонент».
Вот, соответственно, мы надеемся, что вы до этого не дойдете, но даже если так, даже если ваш опыт будет негативным, это все еще опыт, который очень полезен и который потом пригодится вам для того, чтобы не совершать какие-либо ошибки. Но опять же, да, это и физика, и информатика, и технология, и математика, мы будем и считать, мы будем работать с ручным инструментом, мы будем работать с электронными какими-то программами, здесь электронными компонентами и серьезными программами, для того, чтобы вот вы смогли в совокупности понимать, что такое инженерное дело. Возможно, не все получится, но это нормально. Мы учимся, мы пробуем, мы испытываем, поэтому любой результат – это результат, и это очень хорошо. Можно следующий слайд, пожалуйста? Здесь наше расписание, ребят. Обратите внимание, у нас с вами есть общая группа, да, в которую, я надеюсь, все добавились. Кстати, отдельная просьба, пожалуйста, я вижу, что многие из вас в телефоне. Пожалуйста, зайдите в нашу группу Вишмам, напишите, как вас зовут, чтобы потом мы вас не потеряли, пожалуйста. А то у всех очень разные никнеймы, у меня там тоже няня написано, да, поэтому мы должны представиться, чтобы, если вдруг что, мы могли к вам напрямую обратиться. Касаемо расписания, ребят, я закончу, и вы зададите все вопросы, пожалуйста. У нас сегодняшний день, он считается нулевым, поэтому его в расписании у нас нет. Но этот день, когда мы с вами знакомимся, когда вот вы можете позадавать все разные вопросы, у вас сегодня день знакомства между собой, день командообразования, это такой подготовительный день. Завтра, день один, у нас начнется общие лекции, мы завтра с утра соберемся здесь, да, в актовом зале. У нас первая лекция будет общая про физику полета, про историю космонавтики, ракетостроения, после чего вы разойдетесь на две аудитории. Одна аудитория – это мастерская на первом этаже, 104-я аудитория, там будут заниматься конструкторы. Соответственно, там вы будете изучать программы по 3D-моделированию, программы по проектированию ракет. Также там вы будете шить парашюты, там вы будете вытачивать стабилизаторы, рассчитывать, во-первых, сперва их рассчитывать, потом их вытачивать, и все это вы будете делать в мастерской 104-м. Наши господа электронщики и программисты тем временем, да, после общей лекции отправятся на второй этаж в кабинет 209, где уже будут проходить такую и теоретическую, и практическую программу по электронике. В первую очередь мы все, и электронщики, и программисты проходят электронику, понимают, что такое радиокомпоненты, как они вместе друг с другом взаимодействуют. После этого вы вместе будете учиться средам программирования. И вот так каждый день, да, у вас будет как теоретический блок. Он внутри каждого занятия будет там определен педагогами по вашей успеваемости. Но вот каждый день есть теоретический блок и практический блок. Теоретический и практический. Соответственно, в день пятый, а это у нас... Что у нас будет в пятый день? Пятница у нас будет в пятый день. Это самый ответственный день. Самый-самый, потому что это пуски. Соответственно, в четверг вы доготавливаете ваши изделия, собираете, дошиваете парашют, вводите код до идеала, тестируете этот код. Наконец-таки в общей команде встречаетесь, то есть у нас будут тоже общие лекции, но вы прям встречаетесь вместе и начинаете вместе доделывать вашу ракету до такого предпускового состояния. Соответственно, у вас будет возможность и раскрасить ее, кстати, уделить особое внимание дизайну, это тоже очень классно. Вот. Как говорится, у нас здесь белым-бело за окном, и ваша ракета должна быть особенно приметной для того, чтобы мы могли ее увидеть. Потому что парашютики у вас тоже будут белые, поэтому конструкция корпуса ракеты должна быть особенной и как-то вот, пожалуйста, репрезентовать вас. Мы очень надеемся на интересные художественные решения. Но, тем не менее, да, не ставьте художество выше инженерии, пожалуйста. Эта ракета должна взлететь, выпустить систему спасения и спуститься на парашюте на землю без потери конструкции и электроники, пожалуйста. После этого наш день не закончится, мы с вами еще обязательно будем изучать радиопередачу, да, и обработку полетных данных. И уже в субботу
мы с вами, во-первых, еще раз пройдемся по способам обработки телеметрии, проверим, и потом, наконец-таки, сядем, как вот эксперты, преподаватели, и послушаем же, о чем вы нам расскажете. А рассказать вы будете должны о том, как вы провели эту неделю, то есть предоставить отчет, как организационный, да, мы хотим, чтобы вы вообще в целом поделились впечатлениями о том, как вы провели эту смену, о том, как вам понравилось в Малой академии наук. Ну а особое внимание, конечно, надо уделять техническому отчету, во время которого вы должны будете проанализировать всю вашу работу за неделю. Какие ошибки вы допустили, к чему эти ошибки привели, или наоборот, что у вас хорошо получилось, и доказать, что это получилось хорошо, вы смогли вот такими полетными данными. Вот у нас все вот так и так и так. Хорошо получилось, все отработало, все штатно, все между собой соотносится. По поводу того, как готовить отчет и обрабатывать полетные данные, то есть телеметрию, мы с вами подробно задержимся уже во время наших занятий. После того, как каждая команда, а это обязательно каждая команда должна будет выступить, мы с вами уже будем подводить итоги нашей смены и нашего мероприятия. Вот. И, соответственно, будем выдавать вам задания на следующие несколько месяцев, потому что, когда мы уедем, ваша работа не закончится, и мы уверены, что у многих из вас получится сделать из вот этой маленькой ракеты очень классные изделия, которое будет готово посоревноваться с ребятами со всей России. Так что программа у нас насыщенная, она очень перспективная, и мы уверены, что у вас все получится. Мы вас точно верим. Можно следующий слайд. Да? Здесь есть наши контакты. Вот любители посидеть в телефонах, пожалуйста. Первый QR-код – это наш новый сайт, на котором можно познакомиться с чемпионатом и даже подать заявку во всероссийский чемпионат. Посередине это наш Телеграм, где публикуются все новости о наших событиях. И группа ПК, такое же, да, новостное пространство. И вот там еще очень много фотографий, если хотите посмотреть, как проходили у нас занятия. Также на площадке ВКонтакте после окончания нашей программы будут доступны в записи дистанционные занятия вот как раз-таки по вашему домашнему заданию. Так что, пожалуйста, снимайте, сохраняйте, будем очень вам рады. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. И перед тем, как передать слово Юрию Николаевичу, ребята, у вас были вопросы, пожалуйста, я вас слушаю. Вопросы закончились? В WhatsApp группы у нас нет. Есть у нас группа, общий наш чат, Вишман, он в Телеграме. Вот, это вот как раз та группа, в которой вас должны были добавить еще вот до вашего прибытия сюда. Это направлялось в организации педагогам. Если вдруг вас там еще нет, да, группа в Телеграм, общая группа Вишман, пожалуйста, обратитесь к нам или обратитесь к вашим педагогам, и мы с вами еще всех добавим. Вот. Большое спасибо. Уважаемые педагоги, с вами, как мы вот обсуждали, да, в перерыве, будет отдельная серьезная программа, потому что, ребята, вы можете увидеть на этой неделе невероятное. Ваши учителя тоже будут учиться. Когда бы вы еще такое видели? Но они будут учиться вместе с вами, не за вас, а вместе с вами. Это очень важное уточнение, пожалуйста, да? Потому что вы должны все самостоятельно получить какие-то знания для того, чтобы иметь возможность их максимально продуктивно потом применять. И с вами у нас тоже будет своя программа, мы будем взаимодействовать отдельно, как говорится, по своему сценарию. Хорошо? Юрий Николаевич, пожалуйста. Наш один из самых опытнейших научных руководителей и победителей и призователей. Спасибо, Валентина. Так, во-первых, я представлюсь еще раз. Меня зовут Юрий Николаевич Романов. Я представляю детский технопарк «Кванториум» при Дворце детства города Якутска имени по имени Никиты Авдеевой. Я являюсь старшим педагогом «Космоквант». Представляете? Кванториум в стране много, а космоквантов в стране не очень
ну, вообще, пальцем одной руки может даже по всей стране, да, сочетать. Вот один из космонавтов находится у нас в Якутске. Вот мы, и как вот появился космонавтом, это космонавтом появился благодаря Консату, этому движению, которое вначале было, называлось Консат России, а сейчас называется уже воздушная инженерная школа. Да? И вот я, во-первых, выражаю большую, огромную благодарность администрации Малой Академии наук, ректора Василия Климовича за возможность, да, вот, за осуществление нашей мечты, да, давней мечты вот, организовать региональный чемпионат. И вот у нас все почти, скажем, началось, да, и у нас будет свой региональный чемпионат. Я благодарен руководству ВИШ, воздушной инженерной школы, они сами даже захотели, да, тоже вот мы, наши интересы и их интересы совпали, и вот у нас начинается такое мероприятие сегодня. Вот на базе Малой Академии наук, что очень отрадно. Мне, особенно человек, который вот, был с самого начала этого движения, да, мы ездили в Калугу на первый чемпионат. Вот мы заявляемся еще на в течение всех лет, мы участвуем, да, где хорошо, где не очень, да, где удачно, где неудачно, вот, развивались аппараты, да. Я вот все пережил разные эмоции. Но в основном, конечно, положительные эмоции. Да. И представьте себе, ребята, 7 лет назад, почти то же самое время, да? Сейчас мы в ноябре, а в то время был октябрь, и такой же снег был. И здесь у нас в Тюме, тогда еще не Малая Академия была, а Ленинский край, последний вот год Ленинский край, может быть, да? Сюда мы собрали детей. Школу организовали по Консат, и там были школьники, в том числе вот Тимур, сейчас мы его Тимур Андреевич зовем, да? Тимур, пожалуйста, встаньте, Тимур Андреевич. И вот был школьник, да? И вот представляете, вот он сейчас в ожидании, студенты, да, вот они сейчас студенты, в ожидании запуска космического аппарата Малой Академии наук, который называется Чолбан. Представляете, вот через всего 7 лет, как вы вот запускали, вот запустите, да, они здесь тоже запустили аппарат свой, да, тоже по такому снегу, такой же снег был, на радостях бегали, вот. И вот через всего лишь 7 лет они ожидают запуска восточного Союз-2, стартует 28-го, уже учреждено, да, сейчас идет заправка, да, и вот наши ребята собираются, ну, как бы у них работа уже, мечта детства, да, осуществляется уже на таком большом уровне. Ребята, так что давайте, работайте усердно, как наши ребята, и у вас через 7 лет уже не ближний космос будет даже, может быть, даже дальше будет, да? Вот. Здесь, на базе Малой Академии наук, вот, осуществляются мечты ребят. Вот они сейчас, сотрудники Малой Академии наук, у них есть космическая лаборатория, у них есть аппарат, да, они следят за спутниками. Вот, надо только мечтать и стремиться к мечте. Как вот Тимур, Андрей, Артем, вот живые примеры, ребята. Ага. Вот что значит наше движение? Движение воздушной инженерной школы. Да. Что еще я хотел сказать? Ну, да, очень плотные дни будут, да, условия тяжелые, я прямо говорю, да, ну, это условия тяжелой работы, да, но будут, ну, компенсироваться очень хорошими условиями здесь. Отдых, обед, ужин, завтра вообще на высоком уровне. Так что, ребята, я призываю вас, скажем, собрать
волю в кулак и отработать эту смену на ура. Чтобы этой весной, здесь мы все тоже собрались со своими аппаратами, да, на первый региональный чемпионат воздушной инженерной школы. Я со своей стороны, со стороны Квантоима обещаю вам помочь методически с этого момента, когда мы действуем в школу, до чемпионата, мы будем вам поддерживать, вас поддерживать, да, учителей методически, да, можете приезжать своим аппаратом, если там что не получается к нам. В новом аппарате, в котором юниорская лига, да, уже скажем, который участвует в чемпионате Курской аппарата, да, есть элемент того аппарата, который запускали Тимур и его команда, да, это система, реализация системы спасения. На пружинах, да, крутится, и там есть щель, да, и есть поперечник. Вы знаете, да, ребята? Ага. Это наша именно якутская здесь собранная, здесь придуманная система, которую мы успешно применяли в наших юниорских чемпионатах. И это решение, так, скажу, что Валерий Алексеевич, видимо, счел удачным, и это применяется, ребята, наше решение, да, мы очень рады и гордимся, что все-таки частичка нашей работы, да, применяется конструктор социалистического уровня. Так что, ребята, здесь мы можем здесь, да, на местах делать что-то свое, которое применяется в таком широком масштабе, да. Так что, ребята, у вас будет конструктор, у вас будет ракета, которую вы можете модернизировать. Это вообще прекрасное дело, я так думаю. Так, давайте, я говорю, давайте, путь, да? Как говорят, да? Все, засучи рукава. Всем удачи. Спасибо. Еще раз. Отозвались и приехали. Спасибо большое. Спасибо. Так, давайте представим команду, ребята. Так, команда участников проектной смены воздушно-инженерная школа «Юниор». Команда Покровская школы номер 3. Образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов. Помашите, ребята, где вы? Все, да. Команда Амгинского лицея имени академика Леонида Васильевича Керенского. Где вы? Команда Пятигостянской школы с углубленным изучением отдельных предметов имени Семена Петровича Данилова. Где вы? Команда Пятигостянской школы с углубленным изучением отдельных предметов имени Афанасия Осипова. Так, команда Артемского научно-образовательного центра имени Михаила Ефимовича Николаева. Команда средней общеобразовательной школы номер 12. Где вы, ребята? Вы не видите? Вот сидят. Так, команда средней общеобразовательной школы номер 23 имени Владимира Ивановича Малышкина с углубленным изучением отдельных предметов. А также команда физико-технического лицея имени Владимира Петровича Ларионова. И команда Дворца детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой, то есть технопарк «Кванториум». Дорогие гости, участники, руководители, проектная смена воздушная инженерная школа «Юниор» считаем открытым. Желаем всем уверенности на пути к новым свершениям, оптимизма, отличного настроя и плодотворной работы.